Я хочу продемонстрировать вам еще одно небольшое интервью, в котором один из боевиков объясняет, как дальше будут развиваться события и куда будет двигаться исламское государство Ирака и Леванта, каким образом эти, казалось бы, далекие от нас столкновения могут прийти в наш дом. إلى فلاديمير بوتين، هذه الطائرات الروسية التي أرسلتها إلى بشار، بإذن الله نرسلها إليك في عقر دارك ونحرر الشيشان ونحرر القوقاز بإذن الله بإذن الله. ودولة الإسلام باقية وتتمدد وأصبحت خلافة بإذن الله. И сразу я хочу задать вопрос главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который сейчас находится с нами на связи и нас слышит. Рамзан Ахматович, тут упоминается Чеченская Республика. Люди хотят прийти и освободить. Можете что-то ответить? Ну, они один раз пришли к нам, 99% не ушли. Мы их закопали. Ну, если придут в республику с миром, мы приветствуем чеченский народ, очень гостеприимный. Если с войной, то они точно не доедут. Это я вам гарантирую. Поэтому у нас в республике действуют законы Российской Федерации, законы Чеченской Республики. Сформированы все ветви власти. Народ давно определился еще в 2003 году, как они и с кем они хотят жить. Поэтому эти шайтаны, мы их уничтожали, Абу Валид, Мухаттаб, Абу Хаус, Маус, там их мы все уничтожали. И если вдруг, да, они не подумали, просто один болтун проболтал нам. И поэтому они знают прекрасно, что влезть в Чеченскую Республику им не выгодно. Им выгодно под дудкой Америки, Европы убивать там друг друга и зарабатывать деньги. Америка, Запад делать свою политику, поэтому... Ну вообще, Рамзан, если такие мысли у сирийских боевиков существуют, то рано или поздно кто-то из них может захотеть оказаться на территории нашей страны. Все-таки исключать этого нельзя. Опасность это есть. Каждый хочет, у каждого есть свои видения на жизнь. Каждый мечтает о хорошем жизни или о плохом, поэтому если он захотел, то мы ему поможем. Он же говорит, что на пути Всевышнего и хочет попасть в рай. Мы ему дадим билет, один конец, и отправим туда его. Спасибо, спасибо. С нами на связи был глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Владимир Вольфович, можете прокомментировать вот ряд этих трагических событий и реакцию Соединенных Штатов? Здесь есть определенная взаимосвязь. Кто-то здесь сказал, что якобы это неорганизованные там какие-то отдельные уголовники. Их используют. Но это смертники все. Вот на Украине, что против России, сегодня их кровью сами заливают, они участвуют в этих преступлениях, что им нельзя было уйти в Европу, их накажут. Даже Киев их обязан будет выдать. У них один путь. У украинских боевиков это продолжать партизанить там, диверсанты и устраивать рейды в наши западные регионы. И Ближний Восток. Они проживали в сирийце, в прекрасном государстве Сирия. Все у них было. Но часть из них сделали оппозицию якобы. Опять все в крови. Но их же кто вооружил-то? Вот этих вот ребят. И тут, и сами там. американцы. Везде американцы, везде Запад, везде НАТО. А везде почему, инструктора. Владимир Вольфович, почему повторяют ошибку? Вот смотрите, в Афганистане вооружали против русских Аль-Каиду. И, собственно, она потом привела к трагедии 11 сентября. Это чтобы напоить кровью. Вот это вот сейчас это все сценарий один и тот же. Не надо думать, что случайно кто-то где-то вырвался. И вот он... Ведь это все против нас поворачивается. Видите, вроде бы война идет на Ближнем Востоке, а угроза нам, вот мы вам самолеты даете Башару Асаду. Это же сириец говорит. Да, сириец 50 говорит. лет мы защищали. Ну, ему 50 лет они жили как в раю. Ответил вполне внятно, мне кажется. Да. Ну вот видите, что делают? И русские на Украине, русские в Донбассе, они тоже готовы с нами биться и бороться. То есть это все организовано против России. И все делает США. У меня вопрос вам. Вот на самом деле Ближний Восток далеко. А с другой стороны, какое это имеет к нам отношение? Вот эта вот борьба с этим исламским государством. Прямую. Понятно, что люди пойдут через Центральную Азию, и, видимо, в следующем году, когда американцы уйдут из Афганистана, нас ждут разные сюрпризы и в Узбекистане, через Фергану и в Туркменистане, а это уже слишком близко к России. И будут проблемы на Северном Кавказе, не в Чечне, там Кадыров, а в Дагестане будут. И будут попытки точечных терактов во внутренних районах, как Волгоград. А с чего вы взяли, что в Дагестане будут проблемы, я не понял. На основании каких фактов? Вот я из Дагестана.
Я живущий, работающий в Думе, депутат от Дагестана. Чего вы взяли, что в Дагестане будут проблемы? Так, в Дагестане Если не будет. господин Сатановский решил, Сейчас, пожалуйста. благодаря каким-то Он вам случаям- сейчас ответит. Подождите, господин Сатановский, пожалуйста. Все, да, сказали. Очень хорошо. Вы определили за всех. Значит, я за вас ничего не определяю. Есть информация по терактам, есть информация по силовым ведомствам. И, к сожалению, Дагестан является на Северном Кавказе угрожаемой территорией номер 1. Были бы силовиком, это с точки зрения статистики силовых ведомств. Вы знаете, надо прямо сказать, вот к этим угрозам исламских фундаменталистов надо относиться серьезно. Потому что это реальные люди, которые хотят взрывать дома, как они взрывают сегодня в Сирии, в Ираке, они хотят перенести эти теракты в Россию. Относиться надо крайне серьезно. Это первое. Второе, что я хочу сказать. И убийство на Украине, и то, что происходит сегодня в Сирии, в Ираке, это следствие американской внешней политики. США порождает международный терроризм, и нам, к сожалению, придется отвечать на эту угрозу. Возможно, самостоятельно. Я хочу еще раз вернуться к нашему мосту с Рамзаном Кадыровым. Вам есть что добавить к этому обсуждению, Рамзан Ахматович? Ну, если честно так сказать, Честно. сегодня мы обсуждаем серьезный вопрос. И то, если мы реально хотим защитить, обеспечить безопасность населения нашего государства, то главы субъектов, которые большинство проживают, мусульмане, должны днем и ночью работать, вести пропаганду и вести правильную деятельность вот именно, вот, так скажем, традиционного нашего ислама, который всегда, это и правильный ислам, больше нету там, это Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мы должны донести до молодежи то, что сегодня творится там в арабских странах, это абсолютно не преследует никакого религии ислама. Они террористы, они не мусульмане, они бандиты, их надо уничтожать. И мы все знаем, что главарь их банд-групп является работником ЦРУ. Он сидел в тюрьме, его вербовали, выпустили. Сегодня снабжать 20-30 тысячную армию, так, как они передают, это сложно, я знаю, потому что я сам командир, и обеспечить боеприпасами, там, продовольствиями, формы, одежды, техникой, это большие затраты. Их держат, и поэтому мусульмане должны понять, что там никакого джихада нету. И поэтому это первая наша доля, эта работа должна заключаться в том, чтобы мы довели до наших подрастающих поколений, что это не религиозная война, что все, что связано с сегодня арабским мире, это вранье, это они убивают мусульман. И этому помогают и наши арабские государства. Платят Америке там, или Европе деньги, и они бомбят наших мусульман. Там есть много молодежь, которые вот, непонимание в религии выехали туда, чтобы там быть участником якобы на пути Всевышнего. Понятно. То есть вы имеете в виду, что наша задача это объяснить молодежи, что никакого джихада там нет, и это вообще не связано с исламом. Вот вся эта история. Ну, это да, вот, геополитическая игра на Ближнем Востоке. Спасибо большое. С нами на связи был Рамзан Кадыров.